Силовики продолжают проводить зачистки и спецоперации по изъятию оружия у населения Орской области Кыргызстана. В ходе рейда в одном из домов найдено несколько килограммов сильнодействующих наркотических веществ, целый арсенал оружия, гранаты и боеприпасы. Для переброски наркотиков задержанные использовали грузовик, кабина которого оборудована броней. Таких складов в городе, по данным силовых ведомств, осталось немало. В ходе рейда было изъято 37 килограммов гашиша, 2,5 героина и 400 граммов опия. Нами задержаны 12 человек. Во дворе этого дома также были обнаружены железные прутья и спецсредства. Изъятые наркотики – лишь малая часть того, что преступники собираются перебросить в другие страны. По данным экспертов, во время беспорядков на юге Кыргызстана наркодельцы воспользовались бесконтрольной ситуацией. Наркотрафик из Таджикистана и Афганистана шел непрерывно. По одной из версий, это как раз-таки было затеяно Жанышем Батиевым, который, говорят, курировал как раз-таки наркокартели. Все эти массовые беспорядки, которые вспыхнули на юге нашей республики, они резким образом ослабили контроль вообще за наркоситуацией, с одной стороны, на юге республики, отвлекли работу правоохранительных органов совершенно в другую сторону. И, по сути дела, мы остались без наркозаслона. Данные факты не могут не беспокоить соседние государства, в которые транзитом через Кыргызстан попадают наркотики. Россия уже выступила с инициативой создания на юге республики военной базы, главная цель которой будет противодействие наркотрафику. Кыргызские власти пока на данное предложение не отреагировали. Константин Конкин, Айбек Кульчуманов, Джаныбек Деркенбаев, Кыргызстан.